Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бириккен Араб Эмиратына жумушчу сапарынын жүрүшүндө Абу-Даби шаарындагы Мастар Сити жогорку технологиялык эко шаарчасына барды. Министрлер кабинетинин башчысы шаарларды туруктуу өнүктүрүү концепциясына негизделген эко шаардын иши менен таанышты. Анда жашыл экономика, энергиянын кайра жаралуучу булактары, электромобилдердин иши жана жогорку технологияларды өнүктүрүү долбоорлоруна өзгөчө көңүл бурулду. Мастар Сити долбоору күн энергиясы жана башка кайра жаралуучу энергия булактары менен камсыздалган шаардын курулушун, ошондой эле абага көмүр кычкыл газын минималдуу чыгаруу менен туруктуу энергетикалык чөйрөнү, шаардык таштандыларды толугу менен кайра иштетүү системасын камтыйт. Акылбек Жапаров эко шаарга болгон сапарынын жүрүшүндө чет мамлекеттердин алдыңкы дүйнөлүк тажрыйбаларын колдонууну эске алуу менен жашыл экономика демилгелерин жана долбоорлорун иштеп чыгуунун жана ишке ашыруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Анын айтымында президент тарабынан жакын арада электр энергиясын, анын ичинде энергиянын кайра жаралуучу булактарын өндүрүү боюнча долбоорлорду ишке ашырууга киришүү милдети коюлган. Акылбек Жапаров Бириккен Араб Эмиратынын вице-президенти, премьер-министри, Дубайдын эмири Мухаммед ибн Рашид Аль Мактум менен Кыргыз өлкөсүнүн улуттук павильонуна барды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматынан билдиришти. Кыргыз павильонунун көргөзмө стендтери менен таанышуу учурунда Мухаммед ибн Рашид Аль Мактумга кыргыз элинин тарыхы жана маданияты, ошондой эле туристтик потенциал, экономикалык өз ара аракеттенүү жана кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат берилди. Белгилесек, бүгүн Дубай шаарында Экспо 2020 дүйнөлүк көргөзмөсүнүн алкагында Кыргыз Республикасынын улуттук күнүнө арналган иш-чара өтөт. Көргөзмөнүн аймагында ар кыл маданий иш-чаралар өткөрүлөт. Çirözünün bütkünde asman minin çeringin çirözünün Даражалуу Нахаин бен Мубарак Аль Нахаин мырза, урматтуу айымдар жана мырзалар, ардактуу достор, дүйнөлүк Дубай Экспо 2020 көргөзмөсүндөгү Кыргызстандын улуттук күнүнө арналган иш-чараларды бардык катышуучуларына жана конокторуна чын жүрөктөн кош келиңиздер демекчимин.
переводчиктер орысчадан эле которобуз дейт, ошондуктан уруксаат берсеңиздер, биз орысча сүйлөп коелу. Ваше Высочество, уважаемый господин Нахаян бен Мубарак аль-Нахаян, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, сердечно приветствую всех участников, гостей и мероприятий, посвященных Национальному дню Кыргызстана на Всемирной выставке Дубай-Экспо 2020. Прежде всего выражаю признательность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за гостеприимство и теплый прием. Наши страны объединяет общность духовных ценностей, истории, культуры и дружественные отношения. Пользуясь случаем, выражаю теплые слова поздравления руководству Объединенных Арабских Эмиратов и дружественному эмиратскому народу по случаю недавнего празднования 50-летия образования страны. Отрадно отметить, что столь за короткий по историческим меркам период, благодаря дальновидной и мудрой политике руководства страны, Объединенные Арабские Эмираты продемонстрировали впечатляющий прогресс во всех сферах жизни, став одним из самых развитых государств мира и региона. Успешная организация Экспо 2020 в Дубае, важного события общемирового значения, яркое тому подтверждение. Символично, что в этом году мы тоже отмечали свою национальную юбилейную дату 30-летия Дня независимости Кыргызской Республики. Кыргызстан с населением более 6 миллионов жителей, одна из 5 стран, составляющих стратегически важный евразийский регион, регион Центральной Азии. Наша страна имеет тысячелетнюю историю, уникальную кочевую культуру и вековые традиции. Еще в древние времена через территорию государства пролегал Великий Шелковый путь, объединивший людей и народы разных языков и верований. Служил передачей знаний, идей, культур, значительно повлиявшие на историю и развитие цивилизации евразийских народов. Во все времена знания и наука были драйверами стремительных изменений в экономике и в обществе. В наше время актуальным во всем мире становится развитие экономики знаний, базирующейся на креативных идеях, необходимых в высококонкурентной и быстро меняющейся мировой экономике. Это наглядно проявляется на выставке Экспо 2020, объединившей воедино потрясающие воображение, инновационные и технологические проекты более чем из 192 стран мира. Название темы выставки «Объединяя умы, создавая будущее» несет в себе глубокий символизм, напоминание человечеству о том, что только благодаря совместной работе и сотрудничеству возможно продвижение вперед. Кыргызстан всегда открыт доверительному и взаимовыгодному сотрудничеству и с ближними, и с дальними странами. Мы заинтересованы в привлечении инвестиций, передовых технологий в экономику Кыргызстана. Особое внимание уделяем последовательному наращиванию торгово-экономического сотрудничества. Неуклонно продолжаем двигаться по пути цифровизации отраслей экономики, государственного управления и оказания услуг населению. Решительно настроена на осуществление уже в самое ближайшее время кардинальных реформ в ключевых сферах жизнедеятельности нашего государства. В этом контексте Кыргызстан искренне заинтересован в расширении торгово-экономического инвестиционного сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами. На регулярной основе поддерживается двусторонний диалог и взаимные контакты. Объем взаимного товарооборота за 9 месяцев текущего года увеличился в 4 раза в сравнении с прошлым годом. Есть хорошие перспективы сотрудничества в сфере туризма. Туристам из арабских стран, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, сильно полюбились наши прекрасные горы, реки, чистый горный воздух и удивительные пейзажи. За 9 месяцев, по нашим данным, Кыргызстан в летний период посетили около 4000 граждан Эмиратов.
Уверен, что со стабилизацией эпидемиологической ситуации в мире эта цифра будет только уверенно расти. Мы всегда будем рады всем нашим гостям. Вместе с тем, все еще имеется значительный нереализованный потенциал сотрудничества, и над этим мы уже начали активную работу. В этом году состоялся визит большой делегации в Кыргызстан, состоящийся из представителей крупных эмиратских компаний, намечены перспективные совместные проекты. В рамках Национального дня Кыргызстана вчера состоялись Кыргызско-Эмиратский бизнес-форум и туристический роуд-шоу, в рамках которых между участниками установлены деловые контакты и подписаны ряд соглашений. Уверен, что благодаря поддержке эмиратской стороны наше участие на Экспо-2020 в Дубае будет способствовать процессу привлечения инвестиций в нашу страну, а подписываемые документы найдут практическое воплощение в виде реализации успешных совместных проектов. Для нас также очень важен опыт в сфере государственного управления, экономического развития Объединенных Арабских Эмиратов. Исходя из этого, мы приступили к работе по изучению и применению в Кыргызстане механизма правительственных акселератов, успешно работающих не только в Объединенных Арабских Эмиратах, но и в других странах. Убежден, что эмиратский опыт позволит нам значительно повысить эффективность государственного управления, разработать долгосрочные стратегии развития и внедрить инновации в деятельность государственных органов страны. Выражаю надежду, что братские отношения между нашими государствами, основанные на взаимном доверии и поддержке, будут и далее укрепляться во благо наших народов. Дорогие друзья, в завершении своей речи хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, успехов, а народу Объединенных Арабских Эмиратов новых достижений и процветания. Благодарю за внимание.